Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. По данным Управления Роспотребнадзора по республике, текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация характеризуется 107 новыми случаями коронавирусной инфекции. В городе Якутске зарегистрировано 59 новых случаев, в Менгино-Кангаласском районе 20. Увеличилось количество случаев, зарегистрированных в Намском и на Кобяйских улусах, соответственно, 5 случаев в Намском улусе и 4 случая в Кобяйском улусе. В Амгинском и Чурапчинском Вилюйском зарегистрировано по 3 случая, в Горном, Сунтарском и Усть-Алданском по 2 случая, и по 1 случаю зарегистрировано в Хангаласском, Верхоянском, Верхневилюйском и Алданском районе. Необходимо обратить внимание на то, что сегодня новые случаи зарегистрированы в Верхневилюйском улусе и новые случаи зарегистрированные в Хангаласском улусе. Говорят о необходимости усиления работы как оперативных штабов на местах, что и делается постоянно, так и, соответственно, определение самих граждан как таковых для того, чтобы граждане как можно больше заботились о собственном здоровье. На настоящий момент за сутки выявлено 15 случаев заболевания детей, в том числе 13 подростков в возрасте от 7 до 17 лет. Данная ситуация не может не беспокоить органы государственной власти и, соответственно, органы местного самоуправления, в связи с чем обращаемся к родителям о необходимости непосредственно заботы и несения ответственности за здоровье своих ребятишек. В связи с чем при появлении общих признаков острых респираторных заболеваний просим обращаться незамедлительно в учреждение здравоохранения для того, чтобы снизить в том числе и детское заболевание новой коронавирусной инфекции. За сутки у нас проведено 2366 исследований, всего обработано в республике за весь период пандемии 1 074 304 теста. На настоящий момент в республику поступило 136 084 дозы вакцины против коронавирусной инфекции. Уже 114 933 человека получили первую вакцину. В целом использовано 84,6% от общего числа и объема вакцины, поступившей в республике. Все получившие вакцину чувствуют на настоящий момент себя нормально, находятся при необходимости под контролем учреждений здравоохранения и, соответственно, при необходимости им оказывается необходимая как медицинская помощь, так и консультация. Эффективность российской вакцины «Спутник», которая в том числе в большинстве своем применяется на территории Республики Саха-Якутия, доказано и уже и тем количеством вакцинированных людей, которые в целом получили эту вакцину на территории Российской Федерации. Я понимаю, что одним из важных вопросов, который сегодня встает перед родителями нашей республики, это вопрос, связанный, безусловно, с тем, что ряд школ в ряде муниципальных образований, в том числе и в городе Якутске, перешли на дистанционный формат обучения. Да, действительно, школы перешли на дистанционный формат обучения, тем не менее, с соблюдением всех требований идет сейчас подготовка к сдаче как итогового экзамена в 9 классах, так и итогового экзамена в 11 классе, которые пройдут в традиционной форме, но с соблюдением всех новых положений, которые непосредственно утверждены Роспотребнадзором Российской Федерации и которые действуют на территории Республики Саха-Якутия.